Это ребята, которые заняли первое, второе или третье место, и они хотят поделиться о том, какие решения они разработали в каком кейсе. Министру цифрового развития России Максуту Шадаеву показывают уникальные технологии, которые еще не применяют нигде в мире. Их разработали студенты. Эта идея из Курска помогает подсчитать количество подсолнухов на поле и даже количество семечек в каждом из них, используя нейросети. А много было в команде? 5. Все молодые такие? Авторы хотят воплотить идеи в жизнь, поэтому заявились на цифровой прорыв. Для нас представляет интерес участия в подобного рода соревнованиях, так как они помогают освоить новые технологии, найти интересные решения. Помочь талантливым айтишникам найти работу мечты, а потенциальным работодателям лучших программистов страны. Цифровой прорыв помогает уже 3-й год. Не случайно, что вот этот конкурс, который является локомотивом для самых лучших и успешных специалистов в цифровой сфере в России, гостеприимно принимают именно в Татарстане. В зале сегодня победители прошлых лет и IT-разработчики, победившие в этом году в своих округах. Поздравительную телеграмму в их адрес направил Владимир Путин. Президент отметил, участники получают отличный опыт продемонстрировать весь свой талант и потенциал. С этим согласны и участники из Татарстана. Именно здесь они представили свою новую разработку. Это социальный профиль гражданина. Конечная цель – это найти таких граждан, которые по тем или иным причинам не попадают, либо не дают заявление на социальную поддержку. Лучшие умы России сегодня не только делятся опытом, но и сообща решают, как благодаря IT сделать жизнь еще удобнее. Ведь позже многие их наработки будут использоваться в реальном секторе. Более глобально об этом говорят на Digital Innopolis Days, другом масштабном форуме. Он стартовал сегодня в Иннополисе. Здесь эксперты, представители власти и ученые обсуждают, где применять новые технологичные решения, как внедрять цифру в регионах и быстро готовить специалистов. За любыми технологиями стоят люди, и сейчас мы понимаем, что это наша главная задача – это обеспечить качество подготовки кадров на том уровне, который необходим для того, чтобы мы могли делать такие вот большие цифровые прорывы. Знания помогут создавать и воплощать в жизнь новые разработки, а в ближайшие 2 дня перед участниками цифрового прорыва стоят совсем другие задачи. Впереди 48-часовой хакатон, во время которого они должны решить 12 конкурсных задач. Каждая из них актуальна для современной экономики. Рамиль Шайдуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Иннополис. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.